Дорогие друзья, вот вы сейчас лицезреете замечательные, вот видите, шкатулки. Вот. И мы сегодня попробуем выполнить, склеить шкатулку. Все это должно получиться в умелых руках нашего мастера. Это Николай Уваровский. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вы изготавливаете не только изделия, там, допустим, вот предметы мебели какие-то, и даже строите дома, но и также выполняете вот такие вот художественные изделия, да, шкатулки для разного рода. Ну вот в данном случае это для чего? Вот здесь у нас на фотографии. Там еженедельник, это как бы набор сделанный. Подарочный какой-то, да? Да. То есть А красивый именно такой, да, такой респектабельный. Очень красивый должен получиться у нас набор. Из какого дерева мы будем изготавливать? Это из сосны. Из сосны. Хорошо. Друзья дорогие, вот здесь вот у нас есть вот такие заготовочки, которые у нас в основе, лягут в основу вот будущей нашей шкатулки. Да? Что мы должны сделать с ними? Ну, это сперва нужно распустить, растрогать именно до таких размеров досточку. Получается, что потом подрезать их под 45 градусов, вот, как именно вот как здесь. И потом вот это нужно склеить друг с другом, чтобы получилось как коробочка. Сейчас покажем коробочку. Вот примерно вот таким вот образом. Вот коробочка у нас такая. То есть вот такую коробочку мы сейчас и будем клеить, да? Для этого сначала что мы должны сделать? Вы сказали, что нужно... Надо сделать несколько деталей. Давайте. А что это за детали будут? Вот именно вот такие вот перегородки получаются. Понятно. То есть из этой дощечки будете вырезать? Да. Какой станок используется для этого? Вот торцовочный станок. Какой? Торцерез называется. Вот именно на нем. Вырезаем. То есть нужно тоже использовать какие-то защитные средства, да? Ну, да, в принципе, тут не обязательно. Тут опилки не такие мелкие. Это вот на шлифовальных станках, вот там, да, респираторы, все такое нужно. Это под 45, да? Да, это 45 градусов. Тут у меня как бы по шаблону, тут уже карандаш намеченный, поэтому мне как бы уже... Удобно очень. Да. По размеру уже все опилилось. Сколько у нас получилось таких штучек? Вот сейчас мы покажем. Примерно вот так у нас должно получиться. И чем мы будем клеить? Так, сперва я использую бумажный скотч. Именно для того, чтобы их спозиционировать. Можно ножичек? Так, ножичек вот этот? Это получается именно для того, чтобы наша шкатулка стояла именно крепко, как нам нужно, да? Ну, это для склеивания надо, чтобы она не разъезжалась. Так, у нас это основа шкатулки из 4 деталей. Она у нас четырехугольная, да, получается. А вообще шкатулки, надо сказать, они же бывают разных форм, да? И квадратные, и круглые. И ромбовидные бывают. Но самый простой это, видимо, вот четырехугольник, да? Да, Или там четырехугольник. квадратная, допустим. Это самая простая, видимо, да? Да. Ну, вообще вся красота, наверное, да, вообще говорят, должна быть вот вся красота в простоте. А вообще сейчас люди, вот, допустим, увлечены, допустим, вот мебель там, да, допустим, вам заказывают. Они просят, ваши заказчики, чтобы это было что-то сложное такое вот, с какими-то там элементами, там, не знаю, может быть, лепнины, да, или что-то такое вот, стиль какой-то там такой вот помпезный, дворцовый какой-то. Вот что людям нравится? Ну, сейчас в данный момент такие как бы есть люди, да, которые вычурность там любят, что-то такое. Ну, в доме создать дворец. По большому счету все любят минимализм.
То есть попроще что-то, Ага. да? Клей какой используется? Так, клей использую D3, мастер Ага. ПВА. Вот. То есть вы так вот расположили вот D3, эти... это как бы получается маркировка D3 является, что этот клей, он крепкий. То есть хорошо берет. Именно для дерева. Ага. Это не универсальный только- клей. только для дерева. Только для дерева. Мгм. То есть там, когда речь идет об универсальности, ну, можно так подумать, что ну, качество будет не очень, да? Лучше брать именно чисто узкоспециальный какой-то клей. Если это для бумаги, то для Ну бумаги, да? да. Если для дерева, то Мгм. для дерева. Ну вот этот клей, он в принципе и для бумаги тоже очень хорошо В подходит. то же время, да? Ага. Ну да. Если уж справился с деревом, почему бы и с бумагой ему не справиться? Мгм. Нет, ну бывает же, допустим, клей, там, все что угодно, там, какие-то железные детали можно там склеить, еще Мгм. что-то. Ну, а в данном случае все-таки для дерева, да, Мгм. клей используется. То есть вот такая вот у нас получилась вещь. Нужно ли ее куда-то вот под пресс, чтобы она как-то вот Ну, хорошенько в принципе, этот клей схватилась? очень хороший, он как бы просто так не отпустит. Можно, в принципе, его так и оставить. Мгм. Если То есть он вот ровно стоит. те бумажки наши, да, вот этот Мгм. бумажный скотч, Мгм. как раз мы и его еще раз вот как бы закрепили, чтобы вот Мгм. клей не давал, не уходил. А излишки клея, кстати, Излишки клея надо протирать тряпочкой. тряпочкой. Ага. Тут Где у у меня вас где-то вот тряпочки? была тряпочка. Вот она. Вот она, тряпочка. Мгм. Кисточки используем, да, или вы? Сперва вот Я- это вот. Ага, убираем излишки, Мгм. чтобы это было очень у нас эстетично, красиво. Мгм. Все-таки мы изготавливаем шкатулку, да, Мгм. для хранения каких-то там, Для сувениров. да, для сувениров, для каких-то, может быть, памятных Ну, вот эта вот фотографий. коробочка, вот эта коробочка именно для ножа. Мгм. Это в подарок, видимо, да, куда-то пойдет кому-то. То есть вам заказывают изделия вот совершенно разные, да? И по форме, и по назначению, да? Мгм. И из, допустим, разных пород дерева. Ну да. А чаще всего какое дерево используете? Наверное, сосну. Сосна, да. Ну вот все. А как часто заказывают вам изделия из дуба, допустим? Ну, это эксклюзивные такие заказы, они очень редко бывают. И, Но видимо, очень они дорогие. бывают. Да, Потому они- что все-таки цена, да? Сами изделия, вот эти щиты какие-то, они клееные к вам приходят или вот прям вот доски прям? Или как это называют? Массив? Ну, слэбами называют их. Так, профессионально. Мгм. Ну, в основном у нас как бы только щиты привозят. Мгм. А так, если заказывать, то это очень дорого выходит. Мгм. Там получается, ой, не знаю, там куб где-то что-то около 100 тысяч, что ли. Это куб. А сколько выйдет, например, Если не больше. дубовой доски для кровати, для изготовления, ну, двуспальной кровати, например? Там 1,80 м, например, на 2 метра. М. Ну, это тоже как бы все зависит от заказчика, там какие-то декоративные элементы. Ну, одного если куба что. хватит или нет? Ну да, конечно, хватит, ага. Мгм. А сколько куб стоит, например, сейчас, вот, если заказать из именно дуба? Ну, где-то около, не знаю, около 100 тысяч, наверное, Ага, будет. то есть именно сам вот А если еще материал сюда привезти, Мгм. это будет еще дороже. еще дороже. Мгм. Ну и плюс еще работа мастера, Мгм. да, видимо. Да, то есть кроватка выйдет очень ого-го. Ну и она будет очень тяжеленькая, да, видимо. Потому что вот Массивная из будет. всех пород деревьев самое тяжелое дерево это какое? Дуб. Дуб. А вот смотрите, у нас лиственница, да, вот вообще говорят, это легенда, ну или это правда. Но я все-таки склонна к тому, что это правда, что лиственница у нас как раз-таки поддерживает Венецию. Наша якутская лиственница именно. Ну, Со временем она просто вот, ну как бы каменеет. ну, по идее, любое дерево каменеет. Любое дерево, даже это сосна пускай будет, да? В смысле, со временем. Да, со Но временем. опять-таки, если она обработана правильно, прошла она
определенная там, допустим, вот первая процедура вот с этим деревом, это же его просушивают, да, насколько я понимаю. А вообще можете рассказать вот про процессы вначале? Вот, Ну, допустим, процессы, вы да. купили материал, сырье, доски. Что вы с ними делаете? Ну, обычно привожу, ложу возле батареи, лежит и сохнет. Обычно так. Ну, месяц лежит, Так, просто вот. может, 2. Мгм. А именно у батареи разве можно, чтобы вот именно у обогревательных каких-то элементов, у печи, например, или у батареи, или это нормально? Ну, если возле батареи, там, в принципе, оно как бы нежелательно так сушить. Но так как просто у меня нет возможности Где-то разместить, да, поэтому вот оно у меня там получается лежит. так, да? Ну, мне, в принципе, как бы это особо так проблемы никаких не составляет. Если даже и есть трещины, я все равно как бы их разрезаю, а потом друг с другом склеиваю. Там процесс такой получается. А у вас очень много остается остатков, да, вот различных. Куда вы их используете? Ну, В топку для дров или как? Или... некоторые приезжают, на шашлыки забирают Понятно. мешками. Ну, а так, вот такие вот мелкие, это, конечно, с них уже особо-то ничего и не сделаешь. Они уходят на помойку. А, допустим, побольше, вот из них можно что-то сделать, какие-то, допустим, ну, те же разделочные доски там или еще Ну что-то? да. Ну вот, такое небольшое. мелкая Или- деталь, или вот, вот, например, вот. да, вот она как бы получается. Совсем маленький кусочек. В принципе, его И вот можно можно дать жизнь сделать, уже ага. совершенно какому-то новому изделию, да? И получится у нас это из сосны, подставка для коробочка, коробочка для ножа. будет. для ножа. Подарочный такой вариант. Дорогие друзья, но еще кроме того, что Николай изготавливает из остатков материала такого рода вот шкатулочки небольшие, коробочки, да, подарочные, еще изготавливает вот такие замечательные изделия. Это называется у нас что? Это люстра. Насколько она проста? Вот смотрите, выглядит она очень просто. Насколько сложно ее изготовить? Расскажите, пожалуйста. Насколько сложно? Из чего она? Опять-таки из сосны сделана, да? Мне кажется, вот это вот самое сложное, вот это вот вырезать этот круг. Ну, мне как позвонили, сказали, что хотели бы заказать люстру. Так. Изготавливаете ли вы люстры? Я так подумал, почему бы и нет, решил сделать. Первый раз сделал, ну, получилось. То есть это у вас вообще первая работа, да? Ну, среди люстр. Так, понятно. А так, принцип. Насколько сложно? Самая сложная деталь здесь? Ну, самое сложное, да, это вот я сперва вот думал, как бы здесь я вот все аккуратненько все просверлить, вот каждую вот эту. И насчет вот этого вот круга. То есть основы, да? да. Ну, или как начало, как бы Сделать. верхняя часть люстры. Потом примерно подумал и как бы композит склеил, чтобы он по волокнам не лопнуло. Я их волокна вот так вот, короче, склеил как бы крест-накрест. И все, поэтому он, теперь его даже сломать сложно, вот этот кружок. Понятно. То есть вот этот круг, да, допустим, вы вырезали на токарном станке, да? Нет, на лобзиком. Лобзиком все Да. это обработать. То есть здесь работы станка здесь, в общем-то, нет, да? Ну вот, распустил на ленточном вот эти вот рейки, потом сделал для них. А вы смотрите, форму, кстати. они у вас же такие вот как бы не прямые, да? Как вам удалось их согнуть? Вот я сейчас хотел показать, как раз вот у меня тут. Есть форма специальная, вот придумал. Вы сами придумали? Ага. Ух ты, здорово. То есть вот такие приспособления как раз-таки для вот таких вот изделий. А еще для чего вот это вот гнутое может понадобиться деталь, например? Ну, наверное, как украшение, да? Ну Для- да, можно по идее, можно использовать его фактически во многих сферах. В разных изделиях. Да, в разных изделиях. Допустим, мебель какую-то, или вот как украшение для той же кровати, например, да? Да. Или для
какой-то витрины для посуды красивой. Мгм. Ну, предварительно смочил Мгм. рейки, потом их сюда аккуратненько загнул и засунул. Мгм. И они вот так у вас высохли. Да, вот так вот Вот высохли, в и таком всё, и форма. состоянии сколько они должны находиться? И как вы смачивали? В холодной воде? Вы там на ночь замачивали? Да, Или на ночь замачивал. На ночь? В холодной, На в сутки обычной? ставил. В обычной воде, да? Да, просто в воде. Нет, даже не сутки, где-то часа 3 пролежала в воде. Так. Обычная А, вода, в ничего не в добавляли? кипятке. А, в кипятке, Мгм. так. Просто кипятком залил. Мгм. Все, она как бы впитала в себя влагу и стала как бы немножко эластичной. Так. И все, и сразу вытащил, Мгм. поставил форму Мгм. и возле батареи бросил. И забыли. Да. На какой до период? завтра. А, до завтра? И она у вас на завтрашний день уже Да, приняла, сухая. высохла, Мгм, да? высохла. Она уже потом не сломается, нет такого Нет. риска? Уже все, она вот как бы. Мгм, согнулась. И вы уже потом как бы соединили. А вот этот вот нижний круг, как вы сделали, это тоже лобзиком, да? Это все лобзиком, да, тоже. Тоже лобзиком. А потом уже, вот смотрите, на каждом, вот, ну как бы вот, как сказать, вы рассчитали, да, сколько нужно вам. Ну, видимо, Очертил. здесь лампа, ну, в принципе, можно же разных, да, как сказать, размеров сделать. Ну да, там поменьше, размеры и всякие побольше. разные можно. То есть вот вам заказали именно такого размера, да? Ага, Ага. То есть вам нарисовали проект, дизайн, да? да. Ну, фотографию показали, вот хотят такую вот. Вот именно вот сюда она одевается. То есть примерно вот у нас вот так получится, да? Вот так. Вот и всё. Ровненько, вот таким образом. И здесь будет какая-то лампа, да, висеть? Да, здесь лампа и Видимо, всё. какая-то большая такая, яркая лампа. Ну, какая-то гигантская такая. Видимо, это для загородного дома, да? Ну, не для Это, квартиры. по-моему, в квартиру В квартиру? над большим столом. Мгм. А, то есть, да. Вот, наподобие абажура, только он деревянный, Да. получается. А скажите, вот эти вот места выемки вы вырезали уже чем? Это я их вырезал на ленточном. И вы потом склеивали? Мгм. Ага. А вот здесь вот как бы тоже вот Здесь я в высверливал основании сверлом. сверлом, и опять-таки это все проклеивали, да? Да, это А всё клеили проклеивал. опять-таки вот тем же клеем, Да, вот именно этим. момент. Клей у нас, да, столер. Вот такой вот клей, которым можно вот склеить вот эти все детали такой вот люстры. Но люстра опять-таки может быть разных же форм, да? Не только вот круглая, но и... А в чем вот сложность? Ну, как бы, что проще сделать? Квадратной формы какой-то, ну, геометрической формы такой хорошей, квадратной, там, Ну да, квадратный. Это самое, проще. Самое простое будет. Самое ага. простое будет. То есть, если, допустим, кто-то самостоятельно захочет изготовить вот такую люстру, то самое простое это вот можно как-то вот квадратом, да? То есть даже вот смотрите, у меня в голове даже родилось, это можно, да, потрогать? Ага, она уже склеилась. Допустим, вот четырехугольную, допустим, да, можно вот квадрат использовать и какие-то штучки вот, допустим, соединить. Такие вот полосочки. Можно их даже и не сгибать, да, получается? Ага. То есть, в принципе, люстру изготовить своими руками без, как сказать, ну, не имея под рукой, вот как у вас, кучи разных станков, под силу Да, конечно. любому да. начинающему столяру. Это будет только просто чуть-чуть подольше. Мгм. А станки они как бы убыстряют процесс. Мгм. А так все это можно делать просто одним ножом. Скажите, а вот можете рассказать о своей самой первой работе, которую вот вам пришли, допустим, и сказали, увидели, ахнули, сказали: сделайте нам, пожалуйста, мы вам заплатим. Так, это первый заказ. Это было, когда я поступил в художественное училище. И на первом курсе или на втором курсе мне заказали герб российский. Да вы что? Ага. Вот это да. Сразу 2 герба заказали. Да, и вы прям вырезали это все. Вырезал да? из А дерева. чем вы вырезали? Лобзиком? Ножом. Ножом вырезали?
Вот это да. То есть, Лобзиком, ну, форму щита лобзиком, а потом полностью все из цельного дерева я делал. Потом форму герба, полностью все стамеской, ножами всякими разными вырезал. ну а сегодня вот то, что используется, ну, допустим, лакокрасочные вот эти вот изделия, как бы вы их охарактеризовали, вот сегодняшние? Ну, То, что у нас имеется здесь под рукой, вот в любом магазине. но сейчас краски очень хорошие стали выпускать. Я вот, например, покупаюсь в одном магазине, вот Маляр называется. Там у них краски для дерева вообще очень хорошие, акриловые. Они еще сразу там подбирают колер, цвет краски, какой вам нужен. И все, и в принципе, как бы у нас с красками проблем нет. Понятно. А краска, она насколько дорогая, и, может быть, как-то сориентируете наших зрителей по фирмам, может быть, и, ну, в общем, давайте будем говорить вот от самых дешевых до самых дорогих. Ну, так, по цене, ну вот у меня как бы сейчас есть вот тут одна краска. Ну вот именно вот для мебели я вот именно использую вот такую вот краску. Вот Эмаль. покупаю в Малере. Она стоит где-то 1400, что ли, вот эта вот баночка. Это дорого или это Ну, это, в принципе, это не нормально. очень? Да. Ну, средняя цена это или как? Тут А от каких сумм начинается вот стоимость красок? О, сейчас уже как бы 1000 это как бы почти минимальная цена получается. То есть она уже заколерована. Да, Или, это а вы сами заколированная. колируете? Да, конечно. Если. А колеры вы какие подбираете, где вы берете их? В Билмарте покупаем. Ну, во всех магазинах, где продается, там мы покупаем. Ездим, смотрим, выбираем. Понятно. То есть вот, допустим, вот эти краски, и сколько хватает, вот, например, вот здесь почти литр, 0,9 литра вот этой краски. Ну, вот такой банки мне хватает, да, в принципе, на одно изделие даже хватает полностью. Полностью, да. В несколько слоев или в один слой? Если прогрунтовать, то можно в 1-2 слоя. А вообще вы, кстати, вот можете порекомендовать, вот эта люстра, она у нас уже почти готова, да, практически готова, а вы ее сверху как-то сами будете грунтовать, видимо, да, покраской или как уже? Не, вот это уже как бы... Окончательное такое. Да, они как бы это вот заказали, вот дизайнеры заказали, а там они уже сами. То есть они будут окрашивать да, сами? окрашивать сами. Понятно. А вот если бы вы сами делали для себя, что бы вы сделали? Прогрунтовал бы. Так, грунтовка для дерева нужна, да, да. наверное? И вот, Универсальная грунтовка подойдет? конечно, подойдет. Которая и для Да. дерева, и для бетона, допустим, да? Да. То есть подойдет. Прогрунтовали одним слоем? Грунтовать, по идее, лучше в 2 слоя хотя бы. А грунтовка, она еще бывает такая, как водичка, такая прямо вот прозрачная такая. Это ничего страшного, да? Ну, для То дерева есть, это тоже как бы для определенных, короче, изделий. Для этого она, ну, жидкая, вот именно для такой, в принципе, может пойти. А, скажем, для стола, там, скажем, если столешница, например, из лиственницы, там, то слишком жидкий не особо. Как бы. То есть нужно все-таки как-то, чтобы она была более такой, как сказать, ну, плотной, да? Именно вот такой консистенции, как сметана, да? А потом, после того, как это высыхает, 2 слоя вы как бы вот прокрасили, каждый слой просох хорошенечко, и вы покрываете уже краской. Да. И тоже сколько-то слоев, допустим, вот, чтобы вам добиться желаемого результата, Ну да? да. Либо 1 слой может быть, либо может это 2 слоя, да? Ну что, дорогие друзья, вот мы побывали в мастерской у столяра, у мастера, краснодеревщика, у Николая Уваровского. Поблагодарим его за участие в нашей программе. Может быть, кто-то действительно заинтересовался именно создавать что-то своими руками для своего дома. Какие-то, ну, может быть, небольшие изделия сначала, такие, например, вот как эта люстра, или же, как, например, вот эта вот заготовка для будущей у нас коробочки для ножа. Вполне можно попробовать, это несложно, оказывается, и
Будем пробовать?